Что приходит на ум, когда вы слышите фразу «самая опасная улица Америки»? Нет, это не гетто на улице Рощи, это Вистерия Лейн. И поверьте, эта история начинается очень странно, потому что рассказчица сего действия вещает с того света. Мэри Элис, счастливая американка, как обычно переделала все домашние дела и внезапно решила пойти по пути самурая, пустив себе свинцовый аргумент в черепушку. Кажется, веселье началось. На поминки приходят все ее подруги. Бывшая модель Габриэль, у которой не лады в браке и роман с молодым садовником. Маркетолог в декрете Линет, которую надурили фразой, что дети это счастье. Перфекционистка Бри довела своих домочадцев до ручки и особенно мужа, который хочет развода. И разведенная мать-одиночка, художница Растяпа Сьюзан. Невзирая на траур, художница знакомится с новым соседом-сантехником Майком. Счастье Линет уже залезла в чужой бассейн, поэтому маме приходится вытаскивать счастье хирургическим вмешательством. Живо хватаем своих обезьянок. Той же ночью он раздалбывает днище своего бассейна. Проходит пару дней, и все возвращается в норму. Муж Габриэль Карлос хочет уволить садовника, ведь тот не стрижет газон. И чтобы этого не случилось, модель подкупает официанта, бежит с вечеринки и в вечернем платье выполняет за любовничка его прямые обязанности. Бри с семьей ужинает в ресторане, ибо те хотят поесть более обычную еду, а не ее кулинарные изыски. Вы просто рехнулись. На ужине она случайно положила мужу лук, на который у него страшная аллергия, и того забирают в больничку. Оказывается, что его мотивация к разводу только то, что его жена слишком идеальна, за что он получает законную ачивку. Какой же он тупой. Подкатить к новому соседу хочет и местная хищница Иди, о чем Сьюзан предупреждает сплетница, которой риэлтор закинет сына. Катастрофа под предлогом одолжить сахарку заваливается в дом и, слыша понятные звуки, решает залить горе, но случайно поджигает дом. О боже, дело дрянь. Иди цела и здорова, хоть и выбежала на улицу в костюме Евы, а парень наглотался дыма и его забрала скорая. Да вот сюрприз, в гостях у Иди был не Майк, тот был в кино и вообще не в зуб ногой, что тут творится. Но и сам сантехник показан как очевидный наемник, который кого-то ищет, и поселился он на Вистерия Лейн явно не просто так. На следующее утро девчонки растащили весь лут Мэри Элис и нашли письмо с угрозой. «Я знаю, что вы сделали, меня от этого тошнит, я все расскажу». То есть Мэри Элис не просто так начала отрицательно жить.